В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. Эта неделя отмечена несколькими событиями, которые вызвали наибольший общественный резонанс. Президент Абхазии Рауль Хаджиба завершил январьские встречи с активами районов республики, на которых подводились итоги социально-экономической деятельности. Говорилось об успехах и недостатках в работе местных администраций, а также давалась оценка политической активности в республике. В заголовках новостей оказался скандал, связанный с оперным певцом Мариинского театра в Санкт-Петербурге Георгием Тодуа. Он дал концерт в Галском районном доме культуры, а позже заявил грузинскому интернет-изданию, что не признает государственность Абхазии. Это стало поводом для общественного возмущения. Об этом инциденте, в частности, пойдет речь в интервью главы администрации Галского района Тимура Надарая, которое он дал нашей программе. Интервью с ним смотрите чуть позже, а сейчас о других событиях недели. О возврате кредитных средств, взятых в Сбербанке Абхазии, говорилось на встрече президента Рауля Хаджиба с активом Сухумского района. Вопросы возвращения выданных банками крупных и особо крупных кредитов поднимались и раньше. И вот президент пообещал придать огласке имена недобросовестных заемщиков. Мы создали практически рабочую группу. Я сегодня подпишу эту бумагу. И в состав рабочей группы будут введены руководитель Национального банка, генеральный прокурор, министр внутренних дел, представитель фонда приватизации и руководитель судебных приставов. Все материалы, которые подлежат открытой публикации, будут переданы журналистам. Там, где закрытая информация, к сожалению, и такое есть в законодательстве, но где были судебные уже решения, а их значительное количество, и по части, касающейся фонда приватизации. Все эти материалы будут переданы. И по ним начнется достаточно жесткая работа. Не только для того, чтобы показать, что у нас было и как есть, а для того, чтобы начать процесс возвращения этих денег. На коллегии Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации говорилось о том, что все договоры аренды объектов госсобственности должны исполняться. В противном случае взаимоотношения с арендаторами будут пересматриваться. На 2017 год арендовано 33 объекта, незадействованных и находящихся в оперативном управлении госкомимущества – 23. За 2017 год из арендованных объектов приватизированы 5. В республиканский бюджет в виде арендной платы поступило более 20 миллионов рублей. Госкомитет разработал предложение по изменению порядка сдачи госимущества в аренду. В первую очередь это государственно-частное партнерство. И это, наверное, самое эффективное. Да, есть объекты, которые очень сложно государству восстанавливать, мы их будем реализовывать и будем контролировать. Вот последние годы мы начали заключать инвестиционные договора с теми фирмами, которые арендуют у нас объекты. И я считаю, что оно правильно. Мы начали контролировать процесс восстановления некоторых объектов. По конкретным объектам, которые нарушают инвестиционные договора, мы будем разрывать с ними договора купли-продажи. Никто пусть от этого не будет застрахован. В республике Науру, островном государстве, расположенном в западной части Тихого океана, с официальным визитом находится делегация Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Ковы. Члены делегации отправились в далекую страну для участия в праздновании 50-летия Дня независимости Республики Науру. Там же было подписано соглашение между Народным собранием Абхазии и парламентом Науру о межпарламентском сотрудничестве. Под соглашениями подписи поставили вице-спикер парламента Абхазии и Науру Саид Харазия и Сирил Бураман. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба побывал вместе с журналистами на 4 рыбоперерабатывающих заводах, расположенных в Восточной Абхазии, и выяснил, в каком режиме работают предприятия и с какими трудностями они сталкиваются. Переработкой хамсы на рыбную муку и рыбий жир занимаются 6 рыбоперерабатывающих заводов. 4 из них расположены в Ачимчирском районе, 2 в Сухумском. Все предприятия являются совместными абхазо-турецкими, работают на современном оборудовании и предоставляют местному населению рабочие места. Рыбаки сетуют на сокращение количества рыбы в Абхазской акватории, из-за чего предприятия простаивают. На данный момент всеми заводами выловлено около 10 тысяч тонн рыбы. В нынешнюю путину установлена квота на вылов рыбы в объеме 20 тысяч тонн на все абхазские предприятия. До конца сезона еще 2 месяца. У нас есть надежда, конечно, что рыба подойдет, она и подойдет.
По этому поводу у нас, я думаю, я как председатель ассоциации могу заявить то, что мы будем, скорее всего, просить и увеличения квоты, потому что мы изначально давали данные предприятия, чтобы было рентабельно, и надо минимум переработать 7 тысяч тонн. Сегодня мы открыли предприятие на 3400, добавили еще 600, вот у нас 4000 тонн квоты, при рентабельности 7000. Мы как бы рассчитываем хотя бы быть рентабельными. Рыбопромышленникам и инвесторам нужен закон о рыболовстве. Даур Тарба сообщил, что проект закона о рыболовстве практически готов. Работал над ним Институт экологии. После того, как проект о рыболовстве пройдет все инстанции, он будет направлен в администрацию президента, а оттуда поступит в парламент. В Галском районе рыбных заводов нет, но есть другие отрасли экономики, которые формируют местный бюджет. О том, как живет приграничный с Грузией район, с какими проблемами сталкивается и как они решаются, расскажут наши коллеги из Гал-ТВ. Социально-экономическое состояние в Галском районе в связи с неурожайным годом оставляет желать лучшего. Но изменения, произошедшие за последнее время, видны. Только в рамках инвестиционной программы были осуществлены различные проекты. Проведены следующие работы. Проложен новый магистральный водовод. Произведена замена трубопровода, канализационного коллектора, очистительных сооружений. Задействованы 4 скважины, очистка и ремонт подвальных помещений. А самое главное, что удалось реализовать проект восстановления дороги, соединяющей села Хятска с селом Чара. Стоимость проекта 160 миллионов рублей. Эта дорога была необходима местным жителям и активно сегодня эксплуатируется. Силами администрации был приобретен транспорт, который доставляет жителей этих сел в город и в сторону государственной границы по реке Ингур. Благодаря проекту «Чистая страна» была приобретена коммунальная спецтехника, подметальная машина, благодаря которой улицы стали чище и время уборки сократилось вдвое. Освещенные и чистые городские улицы радуют. В парке наблюдается все больше людей, что говорит о том, что там действительно приятно находиться, так как он ухожен и благоустроен. О доходной и расходной части бюджета рассказала нам заместитель главы администрации по экономическим вопросам Нина Гунчадзе. План доходов на 2017 год составлял 55 миллионов 873,1 тысячи рублей. Фактически за 2017 год поступило в местном бюджете доходов 46 миллионов 415,6 тысячи рублей. Невыполнение по доходной части хотелось бы в первую очередь связать вот с форс-мажорными обстоятельствами, которые сложились в районе в связи с распространением мраморного клопа. Это привело к тому, что на 70% почти был уничтожен урожай ореха-фундука, который является основным видом доходов всего населения района. В связи с этим снизилась собираемость земельного налога, снизилась собираемость арендных платежей, а земельный налог где-то процентов 40 составляет всего районного бюджета. Были поступления дополнительные, сверх запланированных бюджетных, это поступления из резервного фонда президента, из резервного фонда правительства. В общем, сумма поступлений из резервного фонда президента составила 3 миллиона 259,8 тысяч рублей. Все средства в основном были направлены на развитие города и городской инфраструктуры. Стоит отметить, что Галский район впереди всех по оплате налоговых платежей. Криминогенная обстановка улучшилась в разы, нет случаев похищения людей, которые раньше были, казалось, нормой. Культурная жизнь города развивается. На сегодняшний день в районе функционируют 4 музыкальные школы, 1 детско-юношеская спортивная школа, а также школа искусств. Творческие ансамбли Мапшалия Самурзаган Ингур, детская эстрадная студия Родники и шоу-группа New Line выступают на всех культурных мероприятиях. Социально-экономическая ситуация в Галском районе, несмотря на неурожайный год, остается стабильной. Идет процесс интеграции населения Самурзагана, несмотря на сложности, связанные с документированием в общеабхазское пространство Республики Абхазия. Есть понимание, что эту процедуру необходимо ускорить, и вопрос этот будет решаться, говорят в администрации района. Ника Гачава, Кела Закарая, Анжела Убилава, Гал-ТВ. Более подробно о социально-экономической ситуации в Галском районе, а также об интеграции местного населения в абхазское пространство и о политической повестке дня, рассказал в интервью журналисту Беллы Кварчи глава администрации Галского района Тимур Надарая. Тимур Хухутович, Галский район один из самых важных для Абхазии. Могли бы вы сказать об основных направлениях, которые реализуются в этом районе, чем живет район, на какие направления делаются акценты у вас? Белла, как вы правильно отметили,
Гальский район Абхазии является особым районом, в котором переплелись все наши противоречия и сложности, которые есть. И в отличие от всех других районов, у нас такие же проблемы, как и в других районах, но они еще обусловлены тем, что мы находимся по соседству с Грузией непосредственно, и население Гальского района, к сожалению, пока ориентированное на Республику Грузия. И наша задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию в этом плане. Каким образом вы ее реализуете? Мы ее реализуем теми методами, теми инструментами, которые мы имеем. Мы проводим работу через средства массовой информации, мы поднимаем бюджет района, и эти деньги, которые поступают, мы направляем на социально-экономическое развитие района. Вот, например, в прошлом году у нас есть село Гудаахуч, в котором не было уже 20 лет. Там электроэнергия была, но ни один житель, а их там очень мало осталось, не мог подключить ни телевизор, ни холодильник. И вот 800 тысяч было выделено из резервного фонда президента для того, чтобы мы сменили там несколько десятков километров линий передач. И в конце концов нормальная электроэнергия, там 200 киловатт, пришла в дома. Мы ремонтируем дороги, занимаемся водоснабжением. То есть социально-экономически мы должны, конечно, больше внимания оказывать Гальскому району, потому что население, когда начинает чувствовать заботу, они и в политическом плане начинают меняться. Они начинают смотреть в сторону Сухума, а не в сторону Тбилиси. И это большая задача. Я хотела спросить, население, оно, вот вы говорили, должно чувствовать заботу, и тогда они могут переориентироваться, сменить свои приоритеты, да? Могли бы вы сказать, насколько оно чувствует? Есть ли какая-то отдача или какая-то информация об этом вот у администрации района по поводу того, как меняется или не меняется восприятие жителей Галского района? Конечно, меняется. Конечно, меняется. Гальцы почувствовали, особенно жители города, что власти заботятся о них. Здесь они видят, что мы проводим в городе большую работу. Городское хозяйство постоянно занимается тем, что все больше увеличивает свои возможности по той же чистоте, которая в городе у нас есть, и уже даже не гальцы приезжают и замечают это. Мы своими силами ремонтируем водопроводы по улицам, занимаемся латанием асфальта, потому что положить асфальт — это для нас, конечно, очень дорого, мы не можем себе позволить, но все гравийные, ракадные дороги, которые есть в городе, у нас есть грейдер, который мы тоже из собственных средств закупили в свое время. Он постоянно работает, постоянно мы поддерживаем эти дороги. Та дорога, которая с помощью Российской Федерации была отремонтирована, она имеет стратегическое значение для нас. И это все не может не сказываться. У людей, они сами говорят, что появилось настроение жить, люди начали вечерами прогуливаться в парках, ходить в кафе. В прошлом году это было для нас как со стихийным бедствием можно было сравнить. То, что было проблема с мраморным клопом, и мы впервые за все эти 3 года в этом году не смогли выполнить бюджет по налоговым поступлениям. Проблема с мраморным клопом — это действительно не только для Галского района, но и для всей Абхазии очень большая проблема. И с кем вы в этой связи работаете, и насколько эта работа эффективна, или все-таки это такое природное стихийное бедствие, с которым человеку тяжело справиться? Мы привлекали множество специалистов, обращались к международным организациям. Движение против голода нам очень активно помогало. Сотрудничаем с Минсельхозом. Минсельхоз выделял нам в прошлом году 4 миллиона на борьбу. Это большая цифра для района, для нас.
Мы единственные, которые имеем применение авиации. Но когда люди слушают, что мы применили авиацию, они думают, что мы там тотально. Мы применяли третью группу химикатов, которая не опасна ни для пчел, ни для животных, ни для когда мы применяли авиацию. А там, где применяли, скажем, другую группу, более опасную, это вдалеке от поселков. Несмотря на все наши усилия, мы не смогли, особо никакого эффекта мы не почувствовали в этом лечении. И мы сегодня находим другие пути борьбы с ним. Это обрезка деревьев, это уборка и обработка самих деревьев, чтобы они повысить их иммунитет. Я хотела спросить о показателях по бюджету, которые стояли перед районом, насколько они были выполнены, с учетом того, конечно, что была вот эта вот экологическая катастрофа, связанная с мраморным клопом, вот в других аспектах, как все это прошло у вас? Более 85% у нас выполнение налоговых поступлений в бюджет. У нас самое большое отставание – это по арендной плате на землю. Там всего у нас поступление 22%. Но по всем видам налогов у нас есть, где есть перевыполнение. И в общем бюджет мы выполнили более чем на 80%. Конечно, в этой ситуации, которая у нас была, когда людям на самом деле, скажем, трудно платить эти налоги, потому что орех – это единственный источник. Есть очень много хозяйств, которые вообще даже, скажем, одной сотки земли, ни кукурузы не выращивают, ни других каких-то, вот все вот это орех. И у нас сложилась к концу года очень сложная ситуация. Более 500 семей, которые фактически оказались на грани голода. И мы этим людям, у них не было ни кукурузы, если там какие-то живность какая-то у них была, но вы понимаете, что если нету хлеба, это хлеб всему голова, да, как говорилось. И мы фактически этим семьям оказали помощь своими силами на 2 миллиона рублей. Фактически у нас были запасы кукурузы, более 40 тонн рушеной кукурузы мы людям раздали. Это надо было видеть, как эти люди плакали, когда эту кукурузу мы приносили домой. Естественно, эта помощь должна продолжиться. Я думаю, что в этом году и правительство, и в парламенте этот вопрос поднимался. Будет у нас помощь вот такая адресная для тех людей, которые трудно, это инвалиды, многодетные семьи и так далее. Да, действительно, большинство жителей района зависят от урожая, от того же ореха, там, цитрусовых и прочее. Но вот такая ситуация сложилась, что действительно сейчас и урожай не получается собрать, и как бы все портится из-за этой природной катастрофы, скажем так. А есть ли у района планы предоставить людям возможность заработать, может, в какой-то другой сфере? Думаете вы об этом? Потому что неизвестно, как долго это продлится. Да, мы думаем об этом. Мы единственный район в Абхазии, где указом президента создана особая экономическая зона. Мы об этом вначале как бы не рекламировали, потому что у нас много на той стороне тех противников, всяких наших улучшений. Но в этом уже определенная работа проведена, и мы можем уже говорить об этом. И более того, я хочу обратиться ко всем нашим предпринимателям, к ассоциации, которая возглавляет Качарава, что в Гальском районе есть возможность в особой экономической зоне открыть производство, которое не облагается налогом, ни НТСом, ни ввозной пошлиной. Там 7 тысяч гектаров земли. Есть управляющая компания. То есть все условия, я вот, наверное, сейчас для жителей Абхазии это тоже будет для некоторых такой новой информации, потому что я сам говорил, как-то были такие политические, которые мы не очень это рекламировали. Там можно открыть, и это есть один из наших шансов, что появятся рабочие места, и люди будут не только сельским хозяйством заниматься, но и производством, получать. Есть уже инвесторы, не побоюсь, потому что они на своих сайтах об этом уже говорят, из Бельгии, из Франции, которые говорят о том, что очень заинтересованы о том, чтобы здесь, на этой особой экономической зоне, установить свое производство и близость к России и так далее. Их это устраивает. Хотела обратить внимание на другие направления, в частности, образование.
вот там школы, которые мы пытаемся перевести на абхазскую нашу республиканскую программу обучения. Как это получается? Вы понимаете, мы в этом году в штат ввели такой помощник главы администрации по идеологической работе. Школы, отдел образования — это есть идеология нашего государства, это есть завтрашнее поколение. Что мы имеем за 20 лет в части Гальского района? Я хочу подчеркивать, я хочу вспомнить добрым словом память Азы Михайловны Гума, которая так много сделала в Гальском районе, что мы имеем там несколько школ, там до 9 школ, где ведется программа обучения по программе Министерства образования, а в 11 школах нижней зоны, где было трудно пройти. Я не хочу говорить, не хочу сравнивать те времена, на самом деле. Но даже когда уже стало как бы в этом плане можно было работать, мы упустили, конечно, какое-то время, и там целое поколение людей не просто были воспитаны в плане идеологии, а даже не могут говорить, я уже не говорю на абхазском, на русском языке. Просто написать заявление. Как мы с этими людьми должны работать? Вы представляете, какая-то проблема? Это молодежь, которая выросла, целое поколение, и не может, кроме «здравствуй», как не говорить ничего, они кроме грузинского и мигрельского языка ничего не знают. Абсолютно ничего не понимают. Они приходят ко мне с переводчиками, которых находят в городе своих сверстников. Зайдемте к главе, чтобы ты перевел, что я хочу и так далее. Понимаете? И это очень серьезная проблема. Более того, я вам скажу, у меня были пресс-конференции, вы помните, раньше, где мы показывали, какие учебники истории были в этих школах. О чем они говорили, что это апсуйские племена, которые приехали, теории Ингороковых, показывали о том, что Россия как медведь разрывает. Это учебники, по которым учились дети в Гальском районе, а мы зарплату платили учителям. Я вот знаю, что трудно было контролировать. Выехать в 2014 году, когда я приехал, чтобы я выехал в нижнюю зону Гальского района на встречу с людьми, меня сопровождали сотрудники милиции, полиции, несколько машин, дорога разбитая, чтобы выехать там, проехать 20 километров и 2 часа в пути. Сегодня я могу один сесть за руль, проехаться по всем этим селам, это все может произойти в течение часа-полтора. Конечно, я думаю о безопасности, я там не один, но совсем другая ситуация, абсолютно другая ситуация. И это чувствует Грузия с той стороны. И это прекрасно они понимают, что ситуация в Гальском районе очень сильно начала меняться. Мы закрыли контрольно-пропускные пункты, которые дали свой положительный эффект в этом плане. Мы поменяем систему образования для того, чтобы дополнительно стимулировать учителей абхазского языка. Мы ведем переговоры с общественными организациями, которые могут нам помочь дополнительно, кроме тех, что дает государство, там 5000, это очень мало, чтобы человек выехал в дальние села. И в дальних селах у нас отсутствуют учителя не только абхазского языка, но даже русского языка. И мы дополнительно простимулировать их, вот буквально со мной разговаривали, и есть такая, надеюсь, что будет такая возможность, мы это все будем делать. И ситуация на самом деле серьезно изменилась. Мы единственный город в Абхазии, который устроил митинг против сноса памятника Килманроке в Шотландии. Понимаете? И там выступили люди местные с осуждением политики, которая проводит Грузия. Это было искренне. Те, которые выступали, это было искренне, потому что мы сказали, кто будет, они сами вызвались, они сами написали тексты, никто им не писал. И это беспокоит, это очень сильно беспокоит. И вот эти все провокации, которые прошли совсем недавно с этим певцом, который приехал, потом и все остальное, это один из такой провокационных этих на все вот эти наши успехи, которые есть в Гальском районе. Как вы этот инцидент расцениваете? Вы провели целую пресс-конференцию по этому поводу. Просто как человеческий фактор или же какое-то упущение в работе спецслужб? Я не скажу, что это было упущение спецслужб. Вы понимаете, мы должны понимать специфику, что происходит в Гальском районе. Вот я видел заявления политических партий, которые вот из-за этого там, или из-за обмена там, лукаво все время требуют отставки президента, сейчас потребовали моей отставки. Понимаете, как я вот зашел в интернет, Google, и спросил, есть ли пример
что какой-нибудь президент страны, там почти 200 стран, когда-нибудь уходил в отставку по тому, что он сделал помилование. Ни одной страны такой нет. А что касается того, что этот певец прошел, это была провокация, устроена специально не только против меня, но и тех лиц, тех местных жителей, которые приняли проабхазскую позицию. Вы понимаете, что должны понимать наши политики? Если они здесь ведут борьбу за электорат, делая свои заявления в будущем, то мы там ведем борьбу за государственность, там нету электората. У меня в Галь поют, сегодня репетируют грузины и мингрелы в Доме культуры. Другого населения там практически нету. Этот человек был житель города, он десятки раз приезжал. Никаких требований, которых он, когда выехал, заговорил, чтобы представиться себя там в Грузии там, каким-то там героем, у него не было. Его дядя живет в этом городе, у него могила отца, его тетя в этом городе живет. У дяди там жена абхазка была, и другие абхазские родственники. Это человек, который очень много раз сюда приезжал и считает город Гал своим родным городом. Об этом он говорил, он совершенно нормально. А он после этого не связывался, никак не объяснялся? Он связывался и со своим дядей, он сказал им: потерпите. Ну, я, говорит, вынужден был так сделать, вы ничего не могу, чем не могу вам помочь. Он говорит родному дяде. Если вы думаете, что это было просто частная инициатива, вы представляете, он прекрасно понимает, что подставляет своих самых близких людей, что он сюда на могилу отца больше вряд ли попадет, потому что он как минимум персона нон-грата, и более того, у него в этих высказываниях можно найти уголовную статью. Мы обратились в прокуратуру. Прокуратура будет заниматься этим вопросом. Это выступление против конституционного строя Абхазии, а он и гражданин Российской Федерации. Мы будем обращаться и в Российскую Федерацию. Меня это не волнует. Это не столько меня волнует. Меня волнует реакция нашего общества. Реакция возмущения, абсолютно с ней согласен. Но когда ты это переводишь на то, что с требованием отставки за это, завтра ни один человек, который будет работать, не застрахован от этого. Мы должны понимать, где должны быть мы солидарны и по этим вопросам. Я считаю, намного больше вреда наносят те, которые сегодня ездят по Гальскому району и говорят: скоро мы уберем Хаджимба, здесь не будет Надарая, не берите вид на жительство, власть сменится, мы вам будем давать паспорта гражданина Абхазии. Есть такие компании? Не то, что есть компании, они проводят круглые столы. У нас есть видеозапись, где они об этом говорят. Это наши политики, которые, если мы из этого не стали делать, я собирался встречаться с ними, объяснять. Может, люди не понимают. То, что вы ведете, это не популизм уже. Это фактически подрыв основ государства. Понимаете? Но это очень известные люди, и они считают, что они ложно представляют, ложные посылы издают. Мы сами ищем среди гальцев тех, кому можем дать гражданство Абхазии. Сами ищем. Если мы находим такого человека, что он не гражданин Грузии, что он лицо без гражданства, мы сами все делаем для того, чтобы он без особых проблем получил гражданство. Но более 96% это граждане Грузии. И очень многие не получили это. Вы знаете, очень многие из них в социально-экономическом плане должны были вынуждены это получить. Потому что сегодня в Грузии они получают пенсии. Абхазская пенсия 500 рублей, грузинская 5000. Получают пособие на каждого, как беженца, по русским деньгам около 1200 рублей. Имеют медицинское обслуживание со скидкой и очень много других социальных, которые мы в Абхазии не можем предоставить пока не всей Абхазии, и тем более особо выделить Гальский район, но мы должны иметь программу, общую программу развития социально-экономического развития. Ограничения в политических правах – абсолютно правильное решение. Вы представляете, люди находятся в информационном пространстве Грузии. Вот этот же пример 102 показывает же, да, о чем думает как бы большинство, может, жителей. И
находясь и давать этим людям право голосовать, ни в коем случае. Мы не дошли до этого времени, чтобы массово выдавать населению. Мы должны смотреть, кому мы выдаем. Такого количества у нас нет. Большого количества. Может быть, там в течение 3 лет еще может, до 1000 человек дойдет там граждан. Есть люди, которые просят там, вернуть историческую справедливость, Самузаканские Абхазии, да. Это уже другая категория людей. С ними тоже идется работа. Вы знаете, что мы провели первый съезд мурзаканских. Это же все же идеологическая работа. Это все успехи абхазского государства в Гальском районе. За последние годы они особо четко видны. Не то, что я глава района. На самом деле мы в этом направлении очень серьезно продвинулись. Естественно, будут такие провокации. Людям звонят, тем, которые сегодня в ГАЛ из местного населения стоят с абхазской властями, предлагают на той стороне работу, переманивают их, чтобы они завтра перешли, угрожают через родственников, чтобы они хотят, чтобы они перешли завтра и сказали, что мы там в Абхазии. Понимаете? Это очень серьезная такая работа, в которой, естественно, будут какие-то неудачи. Спешат ли отказываться жители Галского района от грузинского гражданства? Конечно, нет. Я же вам говорю, может быть, эти люди не столько хотят именно вот такого гражданства, как флага, но за этим гражданством стоят определенные социальные блага. Чем мы можем составить конкуренцию? Мы можем конкурировать тем, что абхазское гражданство им открывает дорогу в Российскую Федерацию. Понимаете? А есть многие, у которых есть родственники в Российской Федерации, и они могут с абхазским гражданством. И они видят, что те, которые как бы обращены лицом сюда к нам, что абхазское государство потом дальше они, если получат возможность получить российское гражданство, и у них будет тоже такой же социальный пакет, который выше, чем грузинский пакет. Понимаете? Но мы должны очень серьезно, все-таки должна быть наша собственная программа по оказанию особой поддержки гальского населения, социально-экономической поддержки. Если людям будет жить здесь лучше, если они будут получать заработную плату лучше, они, естественно, будут смотреть. Мы должны посмотреть, что сегодня они живут в информационном пространстве Грузии. Почему мы так занимаемся телевидением, столько мы средств уделяем выходам газет? Потому что сегодня они приходят, они все каналы грузинского телевидения, естественно, там проходит их обработка, их сознание, их мироощущение. А в школах мы должны не просто учителей, мы должны там полномоченных иметь людей, главы администрации сел, заместители. Везде мы должны иметь людей, на которых мы надеемся и которые нас не подведут. Эта власть очень сильно не устраивает тех, которые находятся из-за Ингура. Их не устраивает. Раньше очень много было послаблений, как-то мы все на это смотрели, а по-другому. Сегодня мы в эту информационную войну вступили. У нас неравные силы и неравные возможности в этой информационной войне, которая идет именно в Гальском районе. Вот у нас слишком много шума, где как бы даже выеденного яйца не стоит. Кто-то хочет все время подкидывать сенсации, факты, будоражит общественное мнение. Это все, да, и не только Галского района, и вообще нашей политической жизни. Я недавно слышал от одного из лидеров блока оппозиционных сил, что вот это все, это культура, которая была показана в свое время Хаджиба. Слушайте, когда он находился в оппозиции. Мы 10 лет находились в оппозиции, мы на улице провели 3 митинга за 10 лет. Мы за 3 года получили на улице 10 митингов, там попытки штурмов, сходов, референдумов. Это совсем не то, что было за 10 лет, нельзя сравнивать. Я понимаю, что есть определенные люди, которые ненавидят Хаджиба, и хоть он завтра золотом покроет там все дороги. Но это ненависть плохой советчик. Мы с ненавистью не можем построить государство. Вы являетесь главой Галского района. Вы рады тому, что вам это выпало? Нет, я не рад. Я не рад, если говорить о том, что из-за того, что как нервничают мои
близкие родственники, члены семьи, они меня ждут каждый день как со фронта. Больше всего, когда вот это пошли требования отставки, обрадовалась моя сестра. Она говорит, я 3 года не могу уснуть, я одного брата потерял и жду, когда убьют второго. Естественно, как раз те же мотивы, которые она просит меня уйти, ее как женщину, как сестру, можно, например, как раз они меня наоборот подстегивают, что если мне президент получился, и там надо быть, если я могу быть полезен своей стране, и пока у меня есть силы и возможность, я должен быть полезен своей стране. Если я буду видеть, что я ей мешаю, я сам уйду. Но я чувствую, что у меня есть возможность еще, как бы, и возраст не такой, чтобы не помочь своей стране. Вот мотивы того, что я там нахожусь. Я благодарю вас за интервью. Желаю вам удачи. Всего доброго. Уважаемые телезрители, напоминаем, это было интервью с главой администрации Галского района Тимуром Надараем. Мы продолжаем выпуск. 4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, учрежденный Международным союзом борьбы против рака. Благодаря достижениям современной медицины, передовым методам лечения и диагностики, рак уже не приговор. На ранних стадиях эта болезнь излечима. Главное – вовремя обратиться за квалифицированной помощью. Онкологи Абхазии говорят, лидирующим в республике остается рак легких, много больных раком молочной железы. В 2017 году в Национальном онкологическом центре Абхазии открылось отделение, которое занимается ранней диагностикой и современным лечением патологии женской репродуктивной системы. Все подробности у Ренаты Шакая. На основе аналитических данных по обращению за медицинской помощью в Национальном онкологическом центре Абхазии в августе 2017 года на базе многофункционального хирургического отделения НОЦ было введено автономное отделение онкопластической хирургии, маммологии, гинекологии на 10 коек с отдельным входом, палатами повышенной комфортности и современными условиями пребывания пациенток. В коллективе именуют его женским отделением. Отделение рассчитано на 10 коек. В составе медперсонала действительно одни женщины, анестезиологи, хирурги, то есть младший медицинский персонал. На данный момент в отделении проводятся онкомаммологические операции, в том числе и реконструктивно-пластические. Весь спектр онкогинекологических операций проводят ведущие специалисты. С момента открытия операционной было проведено порядка 60 операций. Значит, операции здесь проводятся самого разного объема, то есть вопрос был о сложности операций. Все хирургические вмешательства, которые сейчас проводятся на молочных железах и на органах малого таза, в общем-то, мы не ограничены ни в чем, проводим все объемы разной сложности. В том числе проводим с элементами реконструктивно-пластическими операций, касательно молочных желез преимущественно. С августа месяца, как открыли это отделение, там немало уже за этот короткий период проведено операций. Здесь не чисто онкологическое такое отделение, здесь очень много заболеваний у женщин. Это фоновые, хронические заболевания, которые своевременно, когда не лечатся, да, и потом переходят в нашу патологию. Поэтому, учитывая то, что онкологи больше, чем кто-то из врачей, всегда на страже находятся этих моментов, то есть это дает нам возможность своевременно вмешаться, потому что основным видом все равно лечения является хирургическое. Идейная направленность данной области обусловлена объединением всех разновидностей злокачественных новообразований женской репродуктивной системы. Мы проводим определенные объемы пластических операций именно на молочных железах. В настоящее время, скажем так, мы еще не все свои знания и умения в пластической хирургии можем применить в связи с тем, что немного не хватает до оснащения, но в ближайшем будущем мы ждем, и тогда мы будем уже иметь возможность в полном объеме применить все свои умения. Ранняя диагностика всегда была и остается основой для своевременного и успешного лечения злокачественных новообразований. Здесь проводится весь комплекс исследований от лабораторных тестов до аппаратных методов. НОЦ активно сотрудничает с подобными учреждениями России и других стран, накапливая и применяя в практике новые методы лечения и диагностики. В целях раннего выявления онкологии у населения Центр регулярно проводит акции,
во время которых часть обратившихся обследуется бесплатно. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.